Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу, аткарылып жаткан иштер тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Алымкулов Азизбек Эсенбекович маалымат берет. Брифингти ТүЗОдон ЛТР, КТРК Лото 24, Пирамида 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР, 1-радио жана Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. О текущей ситуации по городу Бишкек расскажет вице-мэр столицы Алымкулов Азизбек Эсенбекович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР, 1-радио, а также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Анда эмесе, Азизбек Эсенбекович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар жана жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өзгөчө кырдаал режиминде Бишкек шаарынын аймагында жарандык коргонуучу шаардык системасынын жетекчилик жүргүзүүнү жарандык коргоонунун начальниги Айза Эмилбекович жана Бишкек шаарынын жарандык коргонуу боюнча комиссия ишке ашырат азыркы учурда. Ошонун иш алкагында бизде бир нече буйруктар түзүлгөн, ошол буйруктар боюнча сиздерге маалымат жеткизип уруксат этиңиздер. Биринчиден, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечиминин негизинде Бишкек шаарынын мэриясынын 2020 жылынын 11 майына тарта номер 77 буйругу менен Бишкек шаарынын аймагында төмөндөгү режимдер киргизилген. Биринчи, чектелген иш-чаралар, карантин киргизилген. Бишкек шаарынын аймагында чектелген иш-чаралар колдонулган мезгилде уруксат берилген экономикалык иш-аракеттердин түрлөрүнүн тизмеги бекитилди. Ал тизмекти өзүңүздөр билгендер, интернетте жана бардык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жеткизилген бүт баарына. Экинчи буйрук. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 11 майындагы номер 244 токтому менен бекитилген коронавирустук инфекциянын тарашына жол бербөө боюнча санитардык эпидемиологиялык талаптардын убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери аткарууга алынды. Өкмөттүн бул чечимине ылайык менчигинин түрүнө карабастан бардык жеке жана юридикалык жактар бул эрежелерди так аткарууга милдеттүү. Райондук администрациялар, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жана ички иштер башкы башкармалары менен биргелешип жогоруда аталган эрежелердин уюмдар тарабынан сакталышын текшерүү боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзүп жатат мэрия азыркы учурда. Бул иш-чараларды жүргүзүш үчүн бизде 20 мобилдик группа түзүлгөн. Үчүнчү буйрук. Шаарга кире бериши жерлер боюнча 16 санитардык контролдук пункттар орнотулган. Аны өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Бирок ушул жерден белгилеп кетүү керек. Бишкек шаарына кириш үчүн ПЦР тест справкасы кереги жок. Ошол жерде белгилеп кетиш керек болуп атат да, көп суроолор болуп атат. Мындан ары Бишкек шаарынын кирүүдө жанагы уруксат берилген иш аракеттик жүргүзүүчү уруксат алууга арыздарын кабыл алуу жана уруксат берүү үчүн 312 мэрия чекит KG электрондук системасына киргизилди. Урматтуу жарандар, ошол сайтка кирсеңиздер болот, ошол жерден бардык маалыматты аласыздар. Жарандык коргоо боюнча комиссиянын бүгүнкү учурда 4 буйругу менен жанагы эпидемиологиялык каршы жана эпизоотиялык каршы шаардык өзгөчө комиссиянын номер 1 протоколун аткаруу үчүн спорттук, оюн зоок жана башка массалык иш-чараларды өткөрүү убактылуу токтотулду. Өзүңүздөр билгендей эле биз азыркы учурда Бишкек шаарынын мэриясы социалдык блок жана калкка социалдык жардам көрсөтүү жана калктын социалдык аярлуу катмарына гуманитардык жардам берүү боюнча иш-чараларды аткарып жатабыз. Ал иш-чаралар болуп келген, болот. Азыркы учурда деле муктаж болгон азык-түлүк жанагы жыйындысы түрүндө жардам үзүлтүүсүз берилип жатат да үй бүлөлөргө. Рахмат. Рахмат, Азизбек Эсенбекович. Мүмкүн болсо расмий тилде маалымат бериңиз. Здравствуйте, уважаемые горожане, представители средств массовой информации, гости столицы. Как вам известно, при режиме ЧС руководство городской системы гражданской защиты города Бишкек осуществляет начальник гражданской защиты города Бишкек, это является мэр города Бишкек Суракматов Азия Эмилбекович, а также комиссия по гражданской защите города Бишкек.
На основании решения правительства Кыргызской Республики распоряжение мэрии города Бишкек от 11 мая номер 77 на территории города Бишкек введены ограничительные мероприятия, карантин. Утвержден перечень видов разрешительных экономической деятельности во время действия ограничительных мероприятий карантина на территории города Бишкек. Ниже я хотел бы ознакомить вас рядом приказов, которые мы приняли. Данные все приказы опубликованы на официальной странице мэрии города Бишкек. А также хотел бы отметить, что все принимаемые нами акты будут также опубликованы на данном сайте мэрии. Силы гражданской защиты переведены в режим чрезвычайной ситуации и работают в круглосуточном режиме. Комиссия заседает у нас ежедневно. Приказы комиссии опубликуются на официальном сайте, как я заявил выше. Все приказы, принимаются на основании решений, принимаемых на заседании комиссии по гражданской защите. Так, тогда, как я и озвучил, разрешите вам довести до вас ряд приказов, которые мы уже подписали. Приказ номер 1 у нас утвержден состав комиссии. В данную комиссию вошли 43 представителя министерств, ведомств, городских управлений и служб города Бишкек в ранге руководителей. Приказом номер 2 приняты к исполнению временные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространению коронавирусной инфекции, утвержденные постановлением правительства от 11 мая за номером 244. Согласно данному решению правительства, физические и юридические лица, это очень важно, независимо от формы собственности, обязаны неукоснительно их соблюдать. Районная администрация мэрии города Бишкек совместно с ЦГСН и ГУВД будут проводить ежедневные рейдовые мероприятия по соблюдению организациями данных правил. Законодательством о нарушениях и проступках установлен ряд норм за несоблюдение санитарных норм и карантина. Приказом номер 3 установлены санитарно-контрольные пункты, 16 пунктов. Они установлены при въезде в город Бишкек. Особо хотел бы подчеркнуть, что все данные санитарно-контрольные пункты они находятся на территории Чуйской области. Данное решение было принято нами с учетом того, что большинство жителей Чуйской области трудоустроены в городе Бишкек. И здесь у многих горожан возникает вопрос, я хотел бы внести ясность, что при въезде в город Бишкек нет необходимости предоставлять справки ПЦР, то есть об отсутствии инфекции. Достаточно справку с места работы и маршрутного листа. Для удобства и безопасности горожан запущена электронная система одобрения заявок по справкам. Данную заявку вы можете заполнить на сайте 312.maria.kg. Одобрение возможно путем получения QR-кода. Для этого необходимо заполнить электронную заявку через электронную систему. Данная электронная система она максимально упрощена, занимает буквально 1 минуту для заполнения. Я думаю, для большинства предпринимателей и горожан это не составит проблем. Приказ номер 4. Комиссия по гражданской защите во исполнение протокола номер 1 городской чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии временно приостановлено проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Обращаясь к гражданам, отмечаем, что с наступающим этапом несет риски распространения коронавируса. В этой связи рекомендуем не покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следование к месту от места работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг. Просим использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах. Призываем гражданской ответственности и терпения отнестись к текущему периоду. При проявлении симптомов вируса просим обращаться по телефону горячей линии 112 и 1850. В городе у нас работает на сегодняшний день 20 мобильных бригад, которые в любой момент готовы к вам выехать. Они приедут по вызову и возьмут у вас анализ, если у вас есть симптомы коронавируса. Также, уважаемые горожане, как вы знаете, у нас социальный блок мэрии города Бишкек проводит мероприятия по оказанию гуманитарной помощи социально уязвимым части населения. Данная помощь у нас оказывается на постоянной основе, и об этом также вы можете получить сведения на официальном сайте мэрии города Бишкек. На сегодняшний день я бы хотел также обратиться к горожанам
нашим и гостям столицы, что многие воспринимают, значит, переход режима ЧП на переход в режим чрезвычайной ситуации как полное послабление. Уважаемые горожане, это на самом деле абсолютно не так. У нас при переходе режима чрезвычайной ситуации в городе объявлен карантин. При карантине, утвержденном перечнем правительства, есть перечень этапов возобновления экономической деятельности. При данном возобновлении экономической деятельности работодателям, получателям услуг необходимо строго придерживаться санитарно-эпидемиологических норм, которые у нас установлены. Данными нормами вы можете ознакомиться также на сайте мэрии города Бишкек. Вот там же все и прописано, в каких случаях человек как должен обеспечивать безопасность себя, своих сотрудников и своих приобретателей услуг. Я думаю, это немаловажный вопрос. Многие у нас сейчас задаются вопросом, кто это должен обеспечивать. В данных документах вы найдете все решения и ответы. Кроме этого, хотел бы обратиться к автомобилистам, которые у нас передвигаются сейчас в ночное время. Мы сегодня сегодня за прошедшую ночью отмечали рост именно автомобильного движения на центральных улицах по таким с хулиганских соображений. Многих очень молодые ребята у нас ночью на большой скорости ездили в городе Бишкек. Уважаемые ребята, хочу к вам обратиться. В первую очередь позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родителей, бабушек и дедушек. Ваши несанкционированные выходы в город Бишкек, они могут повлечь за собой тяжелые последствия для ваших родственников, особенно старшего поколения. Поэтому просил бы вас оставаться дома и соблюдать режим карантина. Спасибо. Спасибо, Азизбек Асимбекович. Вот уточняющий момент. Вы отметили, что справки о том, что нет коронавирусной инфекции, вот именно ПЦР-анализа не требуется, но при этом на блокпостах медики имеют право измерять температуру и при подозрении на заражение действовать далее по алгоритму. Да, абсолютно верно. Медики у нас проинструктированы таким образом, что они измеряют температуру абсолютно у всех въезжающих в город Бишкек. Я думаю, это в первую очередь сделано для безопасности наших граждан. И, может быть, человек имеет незначительную температуру, но он об этом не чувствует. Но наши медики помогут выявить. Спасибо. И у нас здесь есть несколько вопросов, хотели бы задать. Первый вопрос. Где прописаны размеры штрафов? У нас размеры всех штрафов также опубликованы на сайте мэрии города Бишкек. Штрафы, они разные, за разные правонарушения. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, всех заинтересованных я просил бы вас перейти на сайт мэрии города Бишкек и ознакомиться со всеми приказами, актами и другими нормами, которые регулируют режим карантина. Спасибо. Будет ли пересмотрен вопрос проставления печати в ГНС? Как вы видите, это создает большое скопление людей и неудобства. Ну да, это тоже хороший вопрос. На сегодняшний день у нас в 4 ГНС работают все окна единого окна. Кроме этого, как я озвучил, мы сейчас перевели данную деятельность в электронный формат со вчерашнего дня. Вы также можете, я еще раз тогда озвучу, да, это сайт 312.maria.kg. В принципе, заполнение данной графы на этом сайте, она занимает немного времени и особо проблем тоже не составляет. Но надо понимать, что многие граждане жалуются на то, что им не проставляют эти печати с налоговой, или же они не могут получить разрешительную систему, на эту справку, регистрацию, да, потому что они не подпадают под разрешенный вид деятельности. Как вы знаете, у нас, например, вещевые рынки, они закрыты, и многие люди у нас пытаются получить данный вид разрешения налоговой, и представляя документы, что они занимаются разрешенным видом деятельности, но при проверке это оказывается совсем не так. Я прошу отнестись к этому с пониманием. Спасибо. Если получить электронное разрешение через сайт 312 Мэрия KG и распечатать QR-код, нужна ли подпись ГНС? Нет, для этого не нужна. Достаточно QR-кода. А работникам госорганов, госпредприятий и министерств нужны ли справки с печатью? Это тоже немаловажный момент. Всем работникам государственных, муниципальных органов, военнослужащих, врачей, учителей, а также лиц, которые
задействованы именно в работе гражданской защиты города Бишкек, такие QR-коды не нужны. Достаточно справки с места работы, да? Справку с места... Нет, государственным муниципальным служащим там достаточно даже удостоверения личности. Спасибо. Говорят, что в ГНС требует погасить задолженность, хотя правительство говорило о каникулах по налогам и страховым отчислениям. Как вы это контролируете и куда обращаться? Вы по этому поводу можете обращаться напрямую в мэрию города Бишкек. Мы будем принимать самые жесткие меры в отношении таких сотрудников. Все налоговые инспекторы в курсе, что требовать задолженность при проставлении данных печатей не требуется. Это будет неправильно сейчас, и они превышают свои полномочия. Спасибо. Бишкек шаарынын тургуну тазалык ишканасынын кызматкерлери көчө кыдырып квитанция таратып жатат. Башкача айтканда, алар вирусту жайылтышы мүмкүн. Ошондуктан бул көрүнүштү токтотуп турса болобу? Бишкек шаарынын тургунунун суроосу экен да. Эми өзүңүздөр билгендей эле баягы Бишкек шаарынын тазалык ишканасы бул абдан маанилүү ишкана да. Анан кийин бул иш чараларды токтотууга биз ойлойбуз мүмкүн эмес. Анткени тазалык деген күнүмдүк жанагы тазалоо иштерин, дезинфекция иштерин жүргүзүп жатат да. Бирок карап көрөлүк ушул маселе боюнча. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы маалымат жыйынды жыйынтыктайбыз. Сиздерге Бишкек шаарынын вице-мэри Алымкулов Азизбек Эсенбекович маалымат берип өттү. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Ало 24, Пирамида 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК, ЛТР, Биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук маалыматтык агенттигинен угуп көрө алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыз үчүн рахмат. Рахмат.